Тифлогид. Обзор журнала «Наша жизнь» от библиографа Альбины Бабенко. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию обзор статей ежемесячного журнала Всероссийского общества слепых. Журнал освещает жизнь общественных организаций слепых, рассказывает о деятельности его руководства и жизни рядовых членов. Кроме этого, журнал печатает прозу и стихи незрячих поэтов, дает материалы к юбилейным датам, ведет различные рубрики, учитывая интересы разных категорий своих читателей. Журнал представлен в фонде Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина рельефно-точечным шрифтом по системе Луи Брайля и в плоскопечатном крупношрифтовом форматах. «Наша жизнь», номер 12, 2021 года. 12-й номер журнала начинается с продолжения отчетного доклада Центрального правления Всероссийского общества слепых с подведением итогов деятельности за период с 2016 по 2021 годы. Статья «Обозначен вектор развития» кратко информирует об итогах 23-го съезда ВОС. После докладов, прений делегаты признали работу удовлетворительной и избрали на следующий избирательный цикл президентом ВОС Александра Яковлевича Неумывакина. Ирина Федотова продолжает виртуальное путешествие по сайтам региональных организаций ВОС. Статья журналиста «Ресурс взамен живого общения» посвящена повседневной жизни простых ВОСовцев, их увлечениям и достижениям. Вы узнаете о трогательной дружбе незрячего Юрия Игнатова с собакой-проводником Юки, о творчестве незрячих исполнителей бардовской песни, историю увлечений неугомонного незрячего байкера Бориса Вишнякова и его помощника лабрадора Джосса. Автор уверена, что жизнь простых людей тоже может быть яркой, насыщенной, интересными событиями, которые достойны восхищения. Рубрика «Активный возраст» знакомит нас с очень интересной незрячей девушкой из Казахстана. В статье «Неординарная личность» Лукерья Ланшакова расскажет о себе, о своих увлечениях, работе и семейной жизни. Она участвует в реализации социального проекта «Дерзкие мечты» по созданию инклюзивной радиостанции в Казахстане и обучению незрячих людей специальности журналиста, ведущего, оператора и звукорежиссера. Национальный музей Республики Татарстан совместно с благотворительным фондом помощи детям и инвалидам Низами провела мероприятие «Нужно трогать» или «Чудеса в руках». В статье Артем Каменщиков расскажет о том, как учащиеся школы для слепых Казани познакомились с редкими музыкальными инструментами. Музыканты студенческого ансамбля «Низами» организовали концерт, где звучали русские и татарские песни в сопровождении лютни, шарманки и курая. Популярная рубрика «Домашний калейдоскоп», как всегда, дает массу полезных советов. В статье 12 номера «Топ-4 полезных цитрусовых фруктов» знакомят с семейством экзотических плодов, таких как лайм, свити, лимон и апельсин. Они – богатый источник витаминов и микроэлементов, которые позволят нам пережить холодное время года и не заболеть. В очередной рубрике «Перечитывая заново», посвященной знаменитым незрячим, Владимир Бухтияров знакомит нас с жизнью и творчеством сирийского классика-тотальника Абу Аль-Ала Аль-Маари. Трепетный виртуоз поэзии, эрудит и отшельник сочинял правительские строки,
которые и сейчас не утратили своей актуальности. Очень актуальна на сегодняшний день информация Юлии Савельевой в статье «Не на полный день», включающая подборку профессий, позволяющих трудиться из любого места и в любое время. Автор считает, что профессия копирайтер и менеджер социальных сетей доступны для любого человека, в том числе и для незрячих. Не могу оставить без внимания еще одну рубрику «Рука в руке». Статья «Творец и его искусство» о самобытном слепоглухом художнике Олеге Ефимовиче Зиновьеве. Несмотря на слабое зрение, он самостоятельно изучил искусство рисования, приобрел навыки мастера росписи по фарфору. Но с возрастом, потеряв и зрение, и слух, не смог жить без творчества. Стал активно работать с глиной и деревом. Но истинное восхищение вызывает его графические и акварельные работы. Художник создал свою уникальную методику работы с акварелью с помощью трафаретов. Его неповторимые, тонкие и немного загадочные пейзажи, скульптуры выставлялись во многих музеях страны. Автор статьи Елена Федосеева убеждена, что Господь дает каждому человеку способности и таланты, которые он должен реализовать во благо других людей, несмотря даже на ограниченные физические возможности. Зимний номер журнала радует нас стихами самодеятельной поэтессы из Донецка Ларисы Саевич. Они посвящены Новому году и наполнены верой в то, что он будет без войн и разрушений. Эти и другие не менее интересные публикации читатели смогут найти в 12-м номере журнала, который можно взять на дом в читальном зале отдела организации досуга библиотеки по адресу: город Уфа, улица Кирова, дом 47, телефон 2 72 70 14. Спасибо за внимание.